Здесь, в 18 километрах от карьера «Удачный», среди тайги полярная партия ищет подземные ручьи и полости, чтобы закачивать туда рассол из шахты. Для этого бурят скважины глубиной в 300 метров. В две смены вахтовым методом работают машинист и его помощник. Целую неделю группа из 4 человек живет в мобильных вагончиках. Для комфортного отдыха есть спальный корпус и столовая. На условия не жалуются. Уже привыкли, живем нормально. Сейчас условия стали лучше, балки новые стали. Так что как бы намного лучше стало, как раньше было. Буровые работы полярная партия Мирнинской геолого-разведочной экспедиции ведет по заказу Удачнинского комбината. Исследование прилежащих территорий необходимо для создания новых полигонов. Таким образом, хотят решить проблему нежелательных вод в подземном руднике «Удачный». Полигоны уже Киенка, Левобережная исчерпывают себя, получается. Ну и ищем новые полигоны, куда закачивать рассол, получается, минерализованные воды. Работа сложная в таких условиях. Одну скважину бурят 20 дней. Дойдя до проектной глубины, в отверстие нальют незамерзающий рассол. Если земля впитает минерализованные воды, сюда проведут трубы для будущего хвостохранилища. В этих ящиках находится выбуренная порода, так называемый керн. Здесь его 230 метров. Когда из-под земли выбурят еще 70, все эти ящики отправятся на керновый склад. Там порода будет храниться еще 20 лет. Геология – это не всегда лес и романтика. Это еще и бумажная работа. Службе главного геолога Удачнинского ГОКа приходится заниматься отчетами, контролировать эксплуатационные работы в подземном руднике, наблюдать за гидрогеологической обстановкой на территории добычи алмазов. Но как истинные геологи мечтают об открытии. Геологи всегда надеются найти новое месторождение. Надежда умирает последней, как говорится. Но в нашем Далдыно-Алакитском районе, котором у нас находится, где мы находимся, довольно это трудно отыскать, потому что у нас все трубки выходят, так скажем, на поверхность. И все, что можно было, геологи с 50-х годов практически пооткрывали. А вот южные районы, в районе Мирного, где Урбинский район, там под перекрывающими толщами, новыми способами, возможными открытия месторождений. Оглядываясь на 50 лет назад, а именно столько в этом году исполняется геологоразведки России, можно сказать, что перспективы открытия новых месторождений еще остались. Алроса делает огромные денежные вливания в геологоразведку. Есть 3 полноценные экспедиции – Амакинская, Бутуобинская и Арктическая, которые работают на современном новом оборудовании.